В минувшие выходные в этнокомплексе «Сарабус» показали фильм студии «Карадинис Продакшн» «Сабрие» о легендарной крымско-татарской певице. Маленькая Сабрие пела громко, представляя себя на сцене, засыпанную цветами и аплодисментами. Организаторами показа выступила группа крымско-татарской молодежи «Аркадаш Генч». Зрители смогли окунуться в самые драматичные события из жизни Сабрие Реджеповой. Ее детство, карьера, разлука с родиной, сталинские лагеря. Ее судьба была полна испытаний. Я думаю, что привлекать молодежь к таким мероприятиям очень важно. Это не только наше желание, это наша основная задача. Потому что за ними наше будущее, они люди, которые будут строить наше будущее в Крыму. На таких мероприятиях они не только узнают что-то новое о выдающихся личностях, да, но и, конечно же, знакомятся между собой. Они общаются, дальше продолжают общение, и они перенимают нашу инициативу. Дальше организация таких мероприятий за ними. Я считаю, что это очень важно. Гости показа преимущественно крымско-татарская молодежь. Как оказалось, не все знакомы с именем Сабрие Реджеповой. Бүгін мына Сабрие ханым ақында бір фильм бақтық бізе көрсеттілер. Aslında мен білмейдім Сабрие ханым, Сабрие Реджеповна кім. И маңа пек мерақлıydı оның ақында бір фильм бақмаға. Мына более бір адамлар маңа пек мотивация маңа пек верилер. Мен пек ғұрланам. Более біздің Қырым татар халқында более инсанлар олғаны үшін мен пек ғұрланам. Очень здорово, что создаются такие проекты для наших детей, для нашей молодежи, да, для нас даже самих, да, чтобы наши дети помнили, не забывали. Карадинис Продакшн студияға çok teşekkürler etmeyi isteyeyim. Çünkü öyle bir projeler güzel yaratıldı. Böyle çok olsun inşallah. Мен için pek tesirli oldu. Ve bu Сабрие Реджеповнa'nın bütün ömrünü özümden geçirdim. В фильме мне больше всего понравилось, что самое главное, герой фильма, несмотря на проблемы в жизни и на все проблемы, она добивалась своих целей и все равно выходила на сцену. Впечатления о фильме самые приятные. Погрузиться в жизнь того времени, погрузиться в испытания, которые выпали таким талантливым женщинам, это действительно большая честь для нас. Мы очень благодарны Карадинис Продакшн и всем людям, которые коснулись этой картины, за их труд, за их пожелания будущим поколениям, чтобы нести эту память через долгие-долгие годы. Чок саг у нас. Картина «Сабрие» наполнена малоизвестными фактами из биографии певицы, о которых написала сама Реджепова в книге «Меном енишли йокушлы йолларым». Эти воспоминания легли в основу фильма. В рамках показа у гостей была возможность пообщаться с авторами сценария Лилией Буджуровой и Арзы Меметовой. Если бы Сабрие Реджепова была бы рядом с нами, она была бы так же знаменита или нет? Просто по современным стандартам, ее голос считается как уже прошедшим. Но все-таки для меня он очень красивый, но я не знаю, как бы другие считали. Есть бижутерия, а есть бриллианты. И как бы никакой бы модной ни была бижутерия, какой формы, бриллианты в моде всегда. Во-первых, меня радует, что молодежь выступает с такими инициативами, она сама этого хочет, меня это очень радует. Это такой сигнал нам, что
наша связь между поколениями продолжается. И что мы все одной крови, и что наследие, которое есть у нашего народа, оно также дорого и нашей молодежи. Вот это самое главное, что можно сказать по результатам этой встречи. Среди гостей были и те, кто вырос на песнях легендарной певицы. Для многих песни Сабрие Реджеповой – это прикосновение к памяти. Я тоже была маленькой, видела это сам Сабрие Реджепову, конечно, не живую, видела по телевизору ее концерты. И вот, знаете, очень много фактов, которые я не была знакома с этим. Сейчас узнала и очень рада. И хочу, чтобы наша молодежь об этом в первую очередь знала. И наш народ, потому что молодежь – это наше продолжение. Пек чокши кордык eşittik. Мен прям даян алмадым, ağladım отырған yerimden. Çok yaxşı film қойғандар. Allah саулыкларын берсін. Очень правильный, хороший фильм. И вообще нужно, чтобы была создана, вот как раньше была «Жизнь замечательных людей», была серия книг, а теперь я думаю, что нашему народу надо серию фильмов создать. И тогда наши и дети, и внуки будут всегда тянуться к предкам.